В течение года корреспонденты не раз освещали и ситуации с животными и следили за их дальнейшей судьбой. Клонирование якутской охотничьей лайки, выведение нового вида животного якутской сельхозакадемией и другие сенсационные события. Но больше всех зрителям полюбились медведица Харчана и маламут Рута. Подробнее о том, как сейчас поживают герои этих сюжетов, в материале Анастасии Даниловой. История породистой собаки маламута из Мирного затронула сердца не только защитников животных, но и простых якутян. В начале 2018 года собаку по кличке Рута нашли на одной из трасс Мирного с обмороженными лапами. Любители животных подобрали бедную собаку и через социальные сети начали сбор средств на лечение. Тогда мирнинцы менее чем за сутки собрали 160 тысяч рублей. После собаку отправили в Новосибирск на ампутацию лап. Задние лапы в таком же состоянии. Тоже требуется ампутация. Общее состояние собаки сейчас нормальное. Она проснулась, полностью эта операция отошла. По поводу протезирования вопрос остается открытым. Сложности заключается в том, что вес собаки очень большой, 32 килограмма. Необходимо ампутировать 4 конечности, соответственно, необходимо поставить 4 протеза. Мирнинцы пытались найти хозяина собаки, но никто так и не объявился. Сейчас Рута вот уже более года находится в Новосибирской ветеринарной клинике под присмотром специалистов. Ветеринары решили оставить ее у себя, так как очень к ней привыкли. Хорошо, молодец. Зая гуляла и пищала на улице. Чуть больше года назад из якутского зоопарка Артодайду в Петербург была передана белая медведица Харчана. Мы продолжаем следить за тем, какие изменения произошли в ее жизни. Многие называют ее снежинкой, но те, кто с ней работает, все-таки мы называем натуральным именем. Харчана как-то прижилось, пусть оно необычное. Но она же у нас не единственная из Якутии, да, у нас есть корова, бык, они тоже носят якутские имена, и никто их не переименовал. А Сахая, корову так зовут якутскую, она стоит на детском зоопарке вот там. И бычка зовут Мааны. Вытянутая мордочка, длинная шея и огромный размер ноги. За год проживания в Петербурге Харчана заметно подросла. При этом, как отмечают сотрудники зоопарка, вместе с внешними данными у медведицы изменились и повадки. Так у Харчаны появились новые привычки. Например, она любит поваляться в редком петербургском снежке. Она так наслаждается. Мне очень нравится. С утра вот ей в клетку насыпали бочками. Наконец у нас, можно сказать, второй снег в этом году выпал, так что его можно набрать и кинуть ей в клетку. Кроме того, вы видите, что у нее вся клетка, там где бассейн, покрыта льдом, и она на нем катается, как с горки. По прямой. Сейчас у медведицы все хорошо. Апартаментам Харчаны можно только позавидовать. В ее распоряжении помимо спальни и игровой имеется комната с бассейном. Зима – самое благоприятное время года для белой красавицы. Ведь со снегом у Харчаны связаны самые важные вехи в ее жизни. Первый выход в свет в Артодайду и даже приезд в Ленинградский зоопарк сопровождался густым снегопадом. Не очень. Лучше бы сейчас снег бы падал, было бы лучше. Якутия-24 продолжает следить за самыми интересными и трогательными судьбами четвероногих. Анастасия Данилова, Дмитрий Тымыров, Санкт-Петербург, Мирный, Якутск.